Непобедимый полководец широко известен как один из величайших военачальников и тактиков в истории, а также как один из самых жестоких, отступил перед лезгинами у горы Шалбуздак и пошел им на уступки. Тамерлан в конце 14 столетия со своим 100-тысячным войском подходит к горе Шалбуздак и получает большие потери от лезгин. Затем на восток от Лазги. У них есть свой язык. Они живут в горах, где также показаны стены, которые основал Александр и ограждали народы Гога и Магога. Есть там недалеко и город, называемый Железными воротами, между Каспийским морем и горами, очень узкое место. И ни один живой человек не может пройти ни через горы, ни через море, кроме как через то узкое место. Поэтому на персидском языке они называются Дарбанд, то есть узкие ворота или закрытые ворота. По современникам же правдиво сказано и показано на стене, как Александр запер их, и никто не мог к ним пройти, и они не могли выйти. Ни один живой человек не может знать их жизни и нравов, хотя некоторые, приближаясь к ним, говорят по догадке, что в их жизни есть чему удивляться. И особенно потому, что они нуждаются в соли и придут к одному узкому проходу и установят свою границу там из соли, и сами ставят или ведут животных и принимают друг друга без всякой речи. А эти такие лагзи как бы не имеют закона. Однако некоторые следуют за мусульманами, некоторые за иорданцами или за другими христианами. Это быстрые люди и отличные лучники. Тимурланг попытался посмотреть, сможет ли войти в горы или что-то в этом роде, и послал 100 тысяч вооруженных людей. Когда они вышли из леса, они нанесли большой ущерб своему народу, поэтому он приказал своим людям отступить. Галанифантибус архиепископа Султанье, написанное доктором Антон Керн, Грац, 1938 год.